Город Касимов славен своей историей, богатой природой, уникальной взаимосвязью русской и татарской культур. Гордостью города являются люди, и те, кто сегодня трудится на его благо, и те, кто оставил след в его истории. А многие наши предки играли важную роль и в истории государства российского. Здравствуйте! С вами участники клуба «Наследие». Сегодня мы поговорим о царствовании Симеона, которое остается одной из самых загадочных страниц русской истории. На Руси был грозный царь, земли нашей государь. Из клочков создал страну и любил ее одну. Но будь трижды ты умен и четырежды силен, без советника, без друга, лед на сердце, в душе вьюга. Положиться на кого, кроме Бога одного? На бояр не положиться, лучше сразу удавиться. А другие так и сяк. Царь Иван был не дурак. Осенью 1575 года царь Иван Грозный отрекся от престола. На московский престол неожиданно для всех вступил крещенный татарин Симеон Бекбулатович, бывший касимовский царь Саин Булат. Он был из рода Чингисхана, правнук хана Ахмета, имеющий право практически на любой улус бывшей Монгольской империи. А в ограде в Касимове, где вокруг озера синие, правил мудро хан Саин, тоже был совсем один. и стал хан Саин Булат царю Грозному, как брат. С православной поженился, потому и сам крестился. История гласит, что в 1573 году Саин Булат принял крещение, видимо для того, чтобы жениться на дочери бывшего руководителя земщины, одной из самых знатных и красивых невест Москвы, Анастасии Мстиславской. Их дети, 3 сына и 3 дочери, были не только чингизидами, но по линии матери и последними прямыми потомками Ивана III и Софьи Палеолог. Так что Семен Бекбулатович был одним из самых родовитых людей своего времени, первый среди равных, каких только титулов он не носил, и царь Касимовский, и слуга государев, и государь и великий князь сия Руси, и великий князь Тверской. Унаследуя он политическую волю, вероломство и амбиции своего великого предка, русская история могла быть совершенно иной. Но царь Симеон всего лишь точно и честно исполнил отведенную ему скромную роль в блестящей политической комбинации, придуманной Иваном Васильевичем с размахом, достойной шекспировской эпохи. А для чего Ивану Грозному понадобился весь этот маскарад? Может, хотелось на время уйти в тень, чтобы обнаружить своих тайных врагов? Ведь Иван Васильевич всегда был очень подозрителен. Рассказывают о пророчестве волхвов, которые якобы предсказывали в том году погибель московского правителя. Может, просто случилось помутнение рассудка? А мне кажется, интересная версия о желании и возможности Ивана IV избраться на польский престол, а для этого он должен был выглядеть свободным от бремени власти на Руси. Иногда речь заходит о заговоре в пользу крымского хана Давлета-Гирея. Не имея достаточных сил сопротивляться, Иван Грозный мог имитировать уход от власти, посадив на свой трон одного из чингизидов. Но эта версия тоже не имеет прямых доказательств. А как правил Семен Бекбулатович? Уж об этом наверняка должно быть известно. Реальных фактов и документов совсем немного, но кое-что известно. Симеон председательствовал в Думе земских бояр и издавал от своего имени правительственные указы. Жил он в Москве, окруженный пышным двором, в то время как Грозный поселился в скромной обстановке на Петровке. В своих посланиях к Симеону Иван Грозный соблюдал принятые уничижительные формулы обращения подданного к царю. Государю великому князю Семену Бекбулатовичу всей Руси Иванец Васильев со своими детишками, с Иванцом да Свидарцом, челом бьют. Формально страна была разделена на владение великого князя Симеона и на удел Ивана. Ой, наш Касимов тоже делится на русскую и татарскую стороны. Конечно же, новый царь не был самостоятельной фигурой и действовал по приказу царя Ивана Грозного.
Решения, которые принимал Симеон, были очень любопытными. Он казнил многих неугодных Ивану Грозному бояр и дворян, отбирал земли у церквей и монастырей, разрывая с ними грамоты. Симеона многим не нравилось, а Иван Васильевич через 11 месяцев вернулся на престол. Вернулся триумфально. Он многих миловал, возвращал церкви земли, правда, далеко не все. Интересный пиар-ход, не правда ли? Спасший свой народ от глупого и злого Симеона, Иван вернул утраченную народную любовь. А что стало с Симеоном? Иван Васильевич оценил его скромность и преданность, благоволил к нему и даровал титул великого князя Тверского. Неприятности начались позже, после смерти Ивана Грозного. Сын Ивана Васильевича Федор – последний Рюрикович на русском престоле. После него в России начинается смута и борьба за власть, в которой хотели использовать и Симеона Бикбулатовича. Верный клятве, бывший татарский царевич испил до дна тяжелую чашу верности слову. Оказавшись в немилости, обеднев, потеряв зрение, Симеон нашел успокоение в православной христианской вере. Он содействовал строительству храмов, приносил жертву монастырям, трижды менял имя, пережил 6 царей и закончил жизнь смиренным монахом. Хотел ли он власти? Ой, сомневаюсь, но всегда был ею безжалостно настигаем. Имел ли почет и уважение? Да, было такое. Как и смех за спиной, мол, кукла Ванькина. На него многие рассчитывали, многие опасались, не решаясь уничтожить или удавить тайком. А он все-таки не сломался, не предал никого, вытерпел все, до последней капли. Умер 5 января 1616 года, пережив жену и всех своих детей. Симеон Бикбулатович царствовал всего 11 месяцев. Его судьба полна взлетов и падений. История его жизни похожа на приключенческий роман. Он остался одной из самых загадочных фигур российской истории. И с той поры и до сих пор пока мы знаем твердо, точно, без сомнений. Есть верная татарская рука, без страха, без упрека, сожалений. Через века, кто знает млад и стар, нет крепче дружбы русских и татар. А наш город Касимов, город двух культур, верное тому подтверждение.